Его история, по данным ученых, началась около 2,5 миллиардов лет назад. Тем не менее, официально о нем стало известно лишь в 18 веке. Не имея ни запаха, ни цвета, ни вкуса, он по-прежнему остается жизненно необходимым практически каждому из нас. В то же время в избытке, равно как и в дефиците, смертельно опасен. В эфире «Наукомания», с вами Екатерина Берецкая. Для тех, кто еще не догадался, сегодня мы будем говорить о кислороде, и не пропустите в ближайшие полчаса. Дефлогистированный воздух, или почему кислород свое название получил не сразу. Искусственная почва. О кислородном ноу-хау Национальной академии наук. Большой разговор с гостем в студии. И топ удивительных фактов о 8-м химическом элементе таблицы Менделеева. В эфире уже скоро. Несмотря на то, что кислород жизненно необходим практически всем существам на Земле и окружает нас повсюду, открыли его всего несколько столетий назад. Почему свое название он получил не сразу, а также чьи имена связывают с появлением нового химического элемента, узнаете в нашем первом сюжете. Официально считается, что кислород был открыт английским химиком Джозефом Присли в августе 1774 года путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Вот только сам ученый, если верить интернет-источникам, изначально не понял, что получил абсолютно новое вещество. Он лишь считал, что выделил одну из составных частей воздуха и назвал этот газ дефлогистированным воздухом. Однако об этом химическом элементе еще в 1771 знал Карл Шейли, шведский фармацевт. Он прокаливал селитру серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Об этом огненном воздухе, а именно так его назвал химик, он напишет в книге, изданной лишь спустя 6 лет, потому что Шейли редко называют первооткрывателем. Работы по окислению ртути и последующему разложению ее оксида опубликовал и француз Пьер Байен, но окончательно разобрался в природе полученного газа Антуан Лавуазье, воспользовавшись информацией предшественников. Благодаря его трудам была неспровергнута господствовавшая в то время и тормозившая развитие химии флогистонная теория. Француз провел опыт по сжиганию различных веществ, в ходе которого выяснилось, что, например, вес уже сгоревшей золы увеличился. Это дало право утверждать, что при горении вещества окисляются. Таким образом, заслугу открытия кислорода фактически делят между собой Присли, Шейли и Лавуазье. Более 20% от общего объема атмосферы приходится именно на кислород. Этот показатель, если сравнивать, например, с Меркурием, который состоит из кислорода практически наполовину, может показаться небольшим. Возможно, и потому, что, как оказалось, не всем живым существам для дыхания этот химический элемент важен. Почему, спросим у химика. Наш первый гость уже в студии. Евгений Генрихович, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Косандрович, доктор химических наук, доцент Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, автор более 70 научных работ, из которых одна учебно-методическое пособие, 3 патента на изобретение и более 50 статей в отечественных и зарубежных СМИ. Стипендиат Фонда президента Беларуси, награжден памятным знаком в честь основания Национальной академии наук Беларуси и почетной грамотой, а также грамотой Института физико-органической химии. Вот когда мы говорим о кислороде, мне кажется, что практически все представляют его как газ. Но ведь это не единственное агрегатное состояние. В атмосфере в основном он представлен в виде газа, и это его стандартное состояние. Но при пониженных температурах, порядка минус 183 градуса, кислород превращается в жидкость светло-голубого цвета. А если температуру опустить еще ниже, то он превращается в твердые кристаллы ярко-синего цвета. То есть тогда кислород можно потрогать? Да, недолго, наверное. Если говорить о химических свойствах, вот какие наиболее важны, основные? Основное свойство кислорода – он типичный окислитель, при этом достаточно сильный. Собственно говоря, наличие кислорода на нашей планете обусловило возникновение жизни. Да? Почему? Потому что кислород – это то соединение, которое обусловливает процессы дыхания, а также горения, разложения, гниения и так далее. Вот, собственно говоря, поэтому и преимущественно все живые организмы на планете используют кислород для того, чтобы просто жить. Но не всем, оказывается, кислород важен и, может быть, даже нужен. Расскажите, как такое? Хотя это же благодаря кислороду все-то на Земле зародилась жизнь. Есть группа организмов, в основном относящиеся к микромиру, для которых кислород не нужен и даже токсичен, он их убивает. И это так называют аэрофобы, да, то
есть они живут в бескислородной среде. И все мы отлично знаем, что бытовое консервирование, например, если неправильно это сделать, то в бескислородной среде развивается патогенная микрофлора, и если человек ее употребит, то может закончиться достаточно печально. Я так понимаю, что таких вот аэрофобов немного, да? Да, немного. Почему? Потому что в результате эволюционных процессов на планете Земля они естественным образом отмирали. Почему? Потому что в атмосфере Земли все время накапливался кислород, который, собственно говоря, их Убивал. да. Как человек получает кислород, в принципе, понятно. Мне кажется, что со школы все знают, да. Возможно, со школы знают, как это происходит и в водной среде, то есть как обитатели подводного мира это делают. Но давайте вот этот момент предлагаю напомнить. Человек и все дышащие существа, организмы на планете Земля просто дышат воздухом, и легочный аппарат позволяет выделять кислород и поглощать его в кровь, в обмен выделяя наружу углекислый газ. Для организмов, которые живут в воде, принцип тот же самый. Вопрос только в том, что структура дыхательного аппарата живых организмов, которые живут в воде, настроена таким образом, чтобы этот кислород выделять из воды, а не из воздуха. Вот. То есть они забирают... Жабры у рыб, например, самый простой вариант, да. То есть они просто этот кислород необходимо забирают из воды. Да, который растворен в воде. Тот же самый молекулярный кислород. Ну что ж, вернемся к людям. Опять-таки, со школы, даже, наверное, раньше, с самого детства мы все понимаем, что природу нужно беречь. Вот, может быть, вы сейчас, как химик, нам объясните, почему так важно действительно те же деревья оберегать? Экологические проблемы современности сейчас, естественно, стоят на повестке дня. Может быть, не номером один, но в первый топ-10 это точно. Да? И тут, наверное, не столько проблема химии или химиков, сколько человечества и человека в частности. Поэтому, говоря об экологических проблемах, мы должны понимать, что у каждого в сознании должно сформироваться мнение, что мой дом – это не то, где я живу, да, непосредственно моя квартира, либо мой город, а мой дом – это планета в целом. И, собственно говоря, поэтому нужно содержать в чистоте, в порядке, обращать внимание на все экологические составляющие. А с точки зрения химика и химии… И дерева, например, да. Вот. Химия, я могу сказать, что, например, у нас есть ряд научных разработок, которые позволяют производить очистку воды и воздуха от химических загрязнений с использованием волокнистых ионитов. А также, что касается деревьев и растений, нами разработаны так называемые ионообменные субстраты, либо искусственные почвы, с использованием которых мы можем позволить себе вернуть в рабочее состояние деградированные либо нарушенные почвы, в том числе даже пески бесплодные, небольшими добавками придать им плодородие и вернуть, как минимум, в состояние ландшафтной единицы, а не какого-то пустынного региона. Это уже применяется? Мы сейчас пытаемся активно убедить тех или иных пользователей, что это нужно. Например, у нас был научно-исследовательский контракт с заказчиком из Саудовской Аравии, в которых достаточно большое количество песчаных почв, на которых ничего не растет. Да, для них это интересно. То есть мало того, что мы дышим, так еще и без него вообще никуда. Я думаю, что да. Человеку так точно. Все верно. Мы же не аэрофобы. Спасибо вам огромное, что нашли время и пришли к нам. Было действительно интересно. А мы продолжаем. Впереди еще больше интересных фактов, традиционно в нашем научном обзоре. Чем море или океан холоднее, тем больше в них содержится кислорода. Соответственно, его содержание выше всего в арктических и антарктических морях. И, кстати, в воде кислород растворяется вдвое лучше азота. Так как вода представляет собой соединение водорода с кислородом, на последний приходится почти 90% массы всего мирового океана. По современным оценкам, деревья и леса вырабатывают не более 50% от общего кислорода на Земле, а некоторые ученые и вовсе называют цифры в районе 20%. Все остальное, если верить некоторым источникам, приходится на водоросли. В вакууме металлические элементы любых конструкций моментально прилипают друг к другу, причем намертво, потому что из-за отсутствия кислорода на них отсутствует пленка окислов. Чтобы этого избежать, металлические детали окисляют воздухом еще на Земле, до запуска в космос.
Это снова «Наукомания», в студии Екатерина Берецкая. Сегодня мы говорим о кислороде, и не пропустите во второй части программы. Сатурация, какова ее норма и с чем это связано? Смарт-часы и фитнес-браслеты. Можно ли доверить гаджетам свое здоровье? И с какими коктейлями переборщить не опасно, узнаете уже скоро. Без кислорода наш мозг может прожить не более 6 минут, а на 10-е, говорят медики, происходят необратимые для организма последствия. Тем не менее, слишком большое его количество также опасно, как и отсутствие. Какой должен быть уровень кислорода в крови и как его поддерживать, спросим у нашего следующего гостя. Денис Александрович, здравствуйте. Добрый день. Денис Александров, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Белорусского государственного медицинского университета, автор более сотни печатных работ, в том числе 13 учебно-методических пособий в соавторстве и учебников для медицинских вузов, а также изобретения. Награжден почетными грамотами Белорусского государственного медицинского университета, Министерства здравоохранения Беларуси и знаком «Отличник здравоохранения». Уровень кислорода, вот какой он должен быть, какая норма и вообще почему именно такая норма? Когда мы говорим о уровне кислорода, обычно мы имеем в виду то, что можем измерить при помощи пульсоксиметра. Дело в том, что пульсоксиметр нам показывает нереальное количество кислорода в крови. Он показывает всего лишь тот процент гемоглобина, который связан с кислородом. Гемоглобин – это специальный белок в нашей крови, который его переносит, он находится в красных кровяных тельцах, в эритроцитах. И мы знаем, что 1 грамм гемоглобина может связать максимально около 1,34 мл кислорода. То есть каждый из нас может легко посчитать, сколько в литре артериальной крови мы можем максимально захватить кислорода. Умножить просто гемоглобин, который получаем в обычном анализе крови, на 1,34. В среднем это где-то 150-200 мл в 1 литре крови получается. Но измерить напрямую кислород достаточно сложно. Для этого надо взять анализ крови, сделать его в лаборатории, и тогда мы можем оценить давление кислорода в крови. Вот это вот прямой показатель, который позволяет реально оценить его содержание. Нормальными считается сатурация, так называемая, или процент насыщения гемоглобина кислородом от 95 до 98-99%. Если ваш пульсоксиметр вы купили и измеряете, и постоянно показывает 100%, это повод задуматься о том, правильно ли вы измеряете или хорошо ли работает прибор, потому что 100% у нас быть не должно. Для этого есть свои причины, я думаю, что мы не будем. Ну почему же интересно? Дело в том, что у нас часть крови может шунтироваться, перебрасываться из вен в артерии, подмешиваться к артериальной крови. Это происходит и у здорового человека тоже. И всегда немножечко ниже, чем 100%, да, чуть-чуть не хватает. Хорошо, есть такое понятие в народе кислородное голодание. Вот очень часто многие как бы употребляют, знают, но что это такое, наверное, до конца не понимают. Вот что это на самом деле обозначает и какие последствия вот того самого? Кислородное голодание, оно называется гипоксией по-научному, или, если мало в крови, то гипоксемией. Это состояние, при котором действительно мало кислорода у нас либо в крови, либо его мало доставляется в ткани. Это немножко разные вещи, потому что здоровый человек, как правило, гипоксии не испытывает, если у него работают все системы доставки кислорода нормальным образом. Мы не рекомендуем какую-то кислородную профилактику без отсутствия медицинских показаний. Всем подряд не надо за коктейль? Нет, конечно. Если обобщенно говорить, у нас есть несколько шагов, которые должен пройти кислород для того, чтобы достигнуть клетки. А основная задача — удовлетворить потребность клетки в кислороде, вот ее потребность, обеспечивающая метаболизм. В первую очередь, это то, что мы называем с вами дыханием, вентиляция легких, когда мы делаем вдох-выдох. Ну, допустим, если мы вдохнули инородное тело какое-то и перекрыли голосовые складки или трахею, или бронхи, конечно же, кислород вместе с воздухом перестанет поступать у нас в легкие. Или при пневмонии, когда увеличивается толщина мембраны, разделяющая воздух и кровь.
Чем больше эта толщина, тем меньше газа может через нее пройти. Вот при пневмонии, при отеке легких эта толщина увеличивается, и поэтому одна из причин, почему уменьшается насыщение гемоглобина кислородом в этой ситуации. Если гемоглобина мало, анемия достаточно распространенная причина, конечно же, количество кислорода будет уменьшаться, связанного и доставляемого. Ну и, наконец, собственно, ткани. Если ткань не способна включать кислород в метаболизм, то в этой ситуации точно так же у нас будут большие проблемы. Например, из истории мы замечательно знаем отравление цианистым калием. Цианид – розовая смерть, когда человек розовенький, красивый, кислорода в крови много, и мертвый, да, потому что цианид нарушает процессы, происходящие в клетке. И клетка перестает вовлекать кислород в процессы образования энергии. И все, и без этого она погибает. Хорошо, а что происходит, если кислорода в избытке? Хотя вот пульсометр нам не покажет, он максимум покажет 100%. Да, действительно, это достаточно опасная может быть ситуация, потому что кислород, вспомним химию, это очень сильный окислитель. Мы можем увеличить давление кислорода в артериальной крови. Оно может стать и 150, и 200, и 300 миллиметров ртутного столба, но это уже опасно, потому что мы начинаем повреждать наши собственные клетки, в том числе клетки легких. Да, окислять жиры, которые там находятся, и клетки легких нормальные начинают замещаться соединительной тканью, которая создает опору для других клеток. И эта ткань не выполняет функции, которые должны выполняться обычными нормальными клетками. У нас транспорт кислорода в легких через альвеолокапиллярную мембрану затрудняется. И мы можем выйти на достаточно серьезное поражение легких или на поражение сетчатки. Вот это опасно, особенно у новорожденных детей, особенно у недоношенных. При использовании кислорода может развиться так называемая ретинопатия недоношенных с поражением органа зрения. То есть не всегда это хорошо. Ну и плюс вызывает спазм сосудов. Мы в своих исследованиях видим напрямую, что вдыхание кислорода, даже с углекислым газом, то, что делается в медицине, оно вызывает генерализованный спазм сосудов, в том числе сосудов сетчатки. Они суживаются, а это значит нарушается кровоток не только в глазу, в органе зрения, но и в головном мозге, и в других органах. Да, затрудняется работа сердца, и надо работать против большего сопротивления. Вот. Тоже это не очень хорошие эффекты. Поэтому в медицине мы используем кислород по строгим показаниям и ограниченное время. Я знаю, что в стакане кислородного коктейля никому пока не отказывают. Я предлагаю как раз об этом посмотреть сюжет. Мои коллеги продегустировали. Особой популярностью в последнее время чаще всего среди пациентов, которые перенесли пневмонию, дыхательную или сердечную недостаточность, пользуется ингаляционная терапия, то есть получение кислорода, например, с помощью масок или канюль. А также у нас в физиотерапии и реабилитации широко используется неингаляционная форма кислорода. Всем хорошо известен наш кислородный коктейль. Приятно, вкусно и интересно. В его составе два компонента. Первый компонент – это любые соки вкусные, а также фиточаи. А второй – это тот же кислород, который с помощью баллончика под давлением полностью вспенивается. И вот эта красивая вкусная пенка, которую мы поедаем ложками, очень полезна для нас, для нашего организма, и которая используется во многих клиниках и поликлиниках. Не менее востребованы и эффективны, делятся специалисты, и так называемые барокамеры. Гипербарическая оксигенация по-другому. Это повышенное давление. Человек находится в капсуле специальной, полностью герметически закрытой под большим давлением кислорода. Эта капсула просто находится посредине помещения для того, чтобы человеку было хорошо дышать, восстанавливаться после тяжелых заболеваний, интоксикаций или каких-то физических активных нагрузок. Но кроме того, что мы используем кислород и под большим давлением, мы используем и разреженный кислород. Все прекрасно знают, что когда поднимаемся в горы, наш кислород разрежен. Кислорода там очень мало. Также это стало использоваться в такой интересном аппарате горный воздух, который используется в течение 30-40 минут. Длится процедура и несколькими циклами. Цикл горного воздуха, разреженного кислорода, и сменяется обыкновенным воздухом. То же самое очень хорошо для пациентов, которые
астенизированные, у которых, наоборот, есть еще физическая активная нагрузка, или которые длительно болеющие, или часто болеющие, или даже вот сейчас после перенесенных всех COVID-инфекций. Кроме этого, наш кислород еще используется в своей активной формуле, формуле озона. Спектр употребления озона громаднейший сейчас. Это может быть и раствор, физраствор, который мы озонируем, проходит через озоновую установку и проводим внутривенно. Это может быть внутривышечное подкалывание, подкожное подкалывание. Широко используется во всех областях, но и хорошо сейчас в косметологии, для того, чтобы мы были всегда молоды, красивы и забывали свой возраст. Кроме этого, я стою около такой установки, где используется частично кислород, конечно, больше используется воздух, но мы знаем, что наш воздух без кислорода никуда. Поэтому человека, погружая в ванну и включая специальные форсунки, которые располагаются по всей области ванны, мы подаем определенный напор кислорода, и такие ванны называют жемчужные. Именно пузырьки воздуха и кислорода, поднимающие по воде, дают нам ощущение жемчуга. Вообще кислород это накопительно, то есть обычно это до 10-15 процедур, либо это ежедневно или через день. Ну а уже продолжительность процедуры определяет доктор. Давайте еще немножко поподробнее разберемся вот с этими аппаратами, да, которые у всех ассоциируются в первую очередь с дыханием и с кислородом. Есть кислородные баллоны, есть подушки, есть аппараты ИВЛ. Я так понимаю, что принцип работы разный. Принцип работы действительно разный. Если мы говорим про кислородные подушки и кислородные баллоны, то это небольшая помощь нашему дыханию в какой-то критической ситуации. И, к сожалению, производители иногда лукавят и рекомендуют, допустим, жителям мегаполиса для повышения жизненного тонуса. И предлагают вдыхать или стопроцентный кислород, или почти стопроцентный кислород. Мы с вами вот только что сказали, что это может быть достаточно опасно. Да. Я бы не рекомендовал, если уже наши зрители хотят его использовать, то, конечно, после консультации с врачом по определенным показаниям. Да, при каких-то определенных ситуациях возможно кратковременно, но только кратковременно. Если мы говорим про аппарат ИВЛ, то это медицинская техника, которая предназначена для длительного поддержания жизнедеятельности пациента. Ну, предположим, что наши легкие, вот, например, сейчас при эпидемии ковид, перестают пропускать через себя кислород в кровь. И аппарат ИВЛ позволяет, с одной стороны, нам очень точно контролировать количество кислорода. Сколько нам процентов надо? 30, 40, 50, может быть даже 100, но несколько минут буквально. Какое давление мы создадим в дыхательной системе? Увеличим ли мы давление на вдохе или давление на выдохе? Здесь у врача появляется достаточно много инструментов для того, чтобы активно вмешиваться в процессы дыхания. Но ИВЛ, это надо понимать, это уже, в общем-то, последний шанс. Да. Это ситуация, когда человек дышать самостоятельно не может или требуется по медицинским показаниям перевести его на вспомогательное дыхание. И процедура достаточно серьезная, к ней мы прибегаем только в самых крайних случаях, на самом деле. От сложной медицинской техники давайте к модным нынче в связи с ЗОЖем, да, гаджетам. Насколько можно доверять вот этим вот штукам? Приложение сейчас предлагается скачать, прям вот онлайн у тебя тот же уровень кислорода? Или... Это очень хороший вопрос, потому что ни один из этих гаджетов, насколько я знаю, не прошел сертификацию в Министерстве здравоохранения, то есть мы не можем быть уверены, что они дают нам истинные показания. Да, их использовать можно. Они вам покажут, насколько точно мы не знаем, но примерно. Но если у вас постоянно определенный уровень насыщения гемоглобина, допустим, 96%, вот вы изо дня в день его измеряете и получаете вот эти результаты. А потом чувствуете, что что-то вам нехорошо, и пульсоксиметр показывает, что снижается. Вот это повод немедленно вызвать врача или скорую помощь в этой ситуации. То есть мы всегда должны сравнивать то, что у нас было в обычных условиях, и то, что происходит. Если вы увидели, что действительно на фоне стабильных показателей они начали снижаться, это уже может быть поводом обратиться к врачу. И, наверное, последний вопрос, опять-таки, с темой нашей связан. Увлажнители воздуха, опять-таки, модно нынче.
И во времена коронавирусной инфекции активно стали продвигать, говорят, поставьте увлажнитель, вот, ну точно, еще и все бактерии убьет, и еще кислорода вам добавит. Хотелось бы услышать мнение специалиста. Когда мы вдыхаем воздух, мы его увлажняем естественным образом в полости носа. Конечно, если мы повысим влажность, особенно в период отопительного сезона, когда действительно достаточно сухой воздух, нам станет дышать легче. Это немножко облегчит наше дыхание, улучшит работу ресничек эпителия в наших дыхательных путях, которые удаляют частички пыли, которые мы вдыхаем. В этом плане он поможет. Но на насыщение кислородом, конечно, нет. Он всего лишь повысит концентрацию водяных паров, а не кислорода. Все, теперь все вопросы сняты. Спасибо вам огромное. Вспомнился старый анекдот о том, что если бы деревья раздавали Wi-Fi, то, наверное, каждый из нас посадил бы их с десяток. А пока они лишь производят кислород, которым мы дышим. Сегодня «Наукомания» в очередной раз попыталась напомнить о том, насколько важно беречь природу. С вами была Екатерина Берецкая. Увидимся в эфире, чтобы вновь поговорить о сложных вещах простым языком.